Вы смотрите очередной выпуск детских новостей. В эфире работаем мы, Алексей Сенкинеев и Наташа Колосова. Здравствуйте. Наташа, а какое место в нашем городе тебе нравится больше всего? Я очень люблю наш парк. Летом мы сюда часто ездим. А ты знаешь, на какой улице он расположен? Да, на улице Лермонтова. Я вот почему спрашиваю. Оказывается, улицы, которые сегодня существуют в нашем городе, имели совершенно другое название. И на днях в библиотеке состоялась выставка старинных карт нашего города, где любой желающий может узнать, каким был наш город много-много лет назад. Подробнее о выставке расскажет нам Лера Антонова. В историческом зале Якутской национальной библиотеки открылась выставка. На ней показаны карты и планы конца 18-го, начала 20-х веков города Якутска. Мало кто знает, что улица Амосова, которая расположилась в центре города, раньше называлась улицей Красной Молодежи. А самой длинной улицей Якутска в 1939 году была не Лермонтова, а улица Горького. Эти и многие другие интересные факты можно почерпнуть для себя из экспонатов выставки. Сейчас вот есть прекрасная возможность в течение месяца, я так думаю, посмотреть, изучить эти интереснейшие карты. Старинные планы и карты города Якутска были представлены с надгробной башни Якутского острога. Один из главных экспонатов – это генплан Якутска 1939 года. Дело в том, что инициатором создания генерального плана был главный архитектор, который был распределен в Якутск по окончании Ленинградского института жилищно-коммунального строительства Смольков Георгий Иванович. Ленгий Прогор вел вот эту документацию по созданию генплана, потому что его нужно было корректировать, там вносить какие-то изменения, численность населения росла города, в связи с этим менялись социальные, экономические показатели. Это все нужно было учитывать в последующих генпланах. Они так и корректировались. Они и сейчас корректируются, эти генпланы. Интерес к выставке проявляют и наши ровесники. Так, например, ученики школы номер 18 пришли на экскурсию. Вдохновленные культурным наследием, они постепенно начинают определяться с выбором своей будущей профессии. Что вам здесь больше всего понравилось? Мне больше всего понравились генпланы вот эти улиц и города самого Якутска, потому что я увлекаюсь архитектурой, и для меня это было очень интересно. Понравилась история, посмотреть, как выглядит библиотека изнутри. Интересно. Я пришел на эту выставку, так как интересуюсь историей и заинтересован сдать ее в 9 классе. Узнать, как выглядел город раньше, посмотреть на эскизы архитектуры прошлого и понять, как менялся облик Якутска на протяжении столетий, жители и гости Якутска смогут до 25 февраля. Вход на выставку свободный, а это отличный повод зайти в библиотеку в выходные и не только посмотреть на старинные карты города, а, возможно, и прочитать что-то об истории родного края. Лера Антонова, Стас Потапов, Якутск. В современном мире невозможно представить свою жизнь без интернета. Наташа, а ты часто пользуешься интернетом? Да, часто. А ты? Я тоже достаточно часто пользуюсь интернетом. Интернет связывает очень много людей по всему миру. Можно отправить сообщение или просто пообщаться. Но также интернет таит в себе множество опасностей. О том, как их избежать или узнать о некоторых правилах в интернете, расскажет нам Даша Бутенко. Никому и никогда не разглашай свои пароли. Они твой главный секрет. Придумай свой уникальный пароль, о котором никто не сможет догадаться. Не записывай пароли на бумажках. Не храни их в открытом доступе. Не отправляй свои пароли по электронной почте. При регистрации на сайтах и в социальных сетях старайся не указывать свою личную информацию. Например, свою фамилию, отчество, номер телефона, адрес, место жительства, школы, место работы родителей и другое. Она может быть доступна всем, даже тем, кого ты не знаешь. Также старайтесь не размещать свои фото, на которых изображена твоя семья, школа, дом и другие личные данные. Помни, что многие люди рассказывают о себе в интернете неправду, в том числе и сведения о возрасте. По ту сторону экрана может сидеть взрослый человек, который может являться мошенником. В интернете и в социальных сетях старайся общаться только с теми, с кем ты лично знаком, прежде чем добавить незнакомого человека в себе в список друзей. Лучше посоветуйся с родителями, а лучше вообще не добавлять в друзья тех людей, с кем ты лично не знаком.
Не используй веб-камеру при общении с незнакомыми людьми. Помни о необходимости сохранять дистанцию с незнакомцами. Не вступай в незнакомые сообщества и не распространяй по чьей-либо просьбе информационные, провокационные и агрессивно настроенные файлы и сообщения. Не все, что ты можешь прочесть или увидеть в интернете, правда. Не ленись, проверяй информацию в других поисковых системах или спроси у родителей. Если тебе пришло сообщение с просьбой проголосовать или перейти по подозрительной ссылке, даже от знакомых тебе людей, лучше не следует этого делать. Это могут быть мошенники. Не скачивай файлы и программы или музыку без согласия взрослых. Они могут содержать вирусы и могут причинить вред компьютеру. Расскажи все, что ты увидел, выучил или узнал новому взрослому. Доверяй своим родителям, поскольку только они могут тебе помочь в трудной ситуации. Наташа, а ты любишь читать? Да, я люблю читать сказки, а ты? Я тоже люблю читать. Продолжая тему интернета. Ты знала, что бывают электронные книги? Нет, не знала, а что это? Это те же самые книги, только их можно прочесть через экран телефона, планшета или любой другой цифровой техники. А, нет, я больше люблю обычные книги. Кстати, а кто твой любимый писатель? Александр Сергеевич Пушкин. Мы с семьей любим читать его сказки. На этой неделе по всей нашей стране отметили День памяти Пушкина. Альберт Миронов расскажет подробнее. День памяти Александра Сергеевича Пушкина отмечают 10 февраля. Именно в этот день великий русский поэт ушел из жизни от пулевого ранения, полученного в итоге дуэли с Жоржем Дантесом. Несмотря на трагическую смерть, его произведения остаются бессмертны и продолжают вдохновлять читателей. По всей России почтили память Александра Сергеевича Пушкина, и мы решили узнать, какие стихотворения знают жители города Якутска. Какое стихотворение Пушкина ты знаешь? У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на тупитом, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказку говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветрах сидит. Я помню чудное мгновение, передо мной явилось ты. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры, навстречу северной авроре, звездою севера явись. Я вас любил, любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Это Пушкин, мои дорогие. Он так говорит о любви, он вообще говорит о жизни, классику. Кем был Александр Сергеевич Пушкин? Писателем. Писателем. Какие произведения Пушкина вы знаете? Ой, ну много. Со школьной программы много. Любимое произведение «Барышня-крестьянка». Евгений Онегин. И еще «Египетские ночи» вроде, если я не ошибаюсь. Какие сказки знаете? «Золотая рыбка», еще стих «У лукоморья дуб зеленый». В память Александра Сергеевича Пушкина принято читать стихи поэта, отдавая дань и уважение великому русскому писателю. К сожалению, прожил он всего 37 лет, но за всю свою жизнь он успел написать много великих произведений. Читайте, узнавая все больше нового. Миронов Альберт, Нюргун Старостин, Якутск. Алеша, а ты знаешь что-нибудь про Красную книгу животных и растений? Ну, об этой книге знают все. В Красную книгу попали те животные и растения, которые находятся под угрозой исчезновения. Верно, но ты знал, что существует еще черная книга про животных и растений? Нет, а что это за книга? Но подробнее об этом мы узнаем в следующем сюжете, о котором расскажет нам Диана Сивцева. Красная книга – это книга, куда входят редкие и исчезающие виды животных, растений или грибов. Впервые в 1949 году был составлен список редких и вымирающих видов, которые предложили назвать Красной книгой. А что же такое черная книга? Это книга о тех животных и растениях, которые навсегда вымерли и исчезли с лица земли по вине человека. Известно, что по последним данным исчезло навсегда 844 вида животных и около 1000 видов растений. А более подробно об этой книге мы узнаем в Северо-Восточном федеральном университете. Черная книга или черный список – это животные и растения, которые вымерли по вине человека. Ну так условно, оно отчитывается с 1500 года
примерно. Такие вот вымершие виды по вине человека, например, это стеллеровая корова. У нас она жила на территории Тихого океана в России, у Командорских островов. Это была такая вот крупное млекопитающее морское из группы сирен, ну как такой, что-то вроде тюленя, но травоядный. Но к тюленям он не относился, это отдельная группа сирены. Растительноядный, ел морские водоросли, был очень большой, там под несколько тонн он весил. Ой, был очень спокойный, не агрессивный, поэтому люди на него начали охотиться. Что мы можем сделать для того, чтобы сохранить нашу природу? Как избежать того, чтобы животные и растения не попали в черную книгу? Человек оказывает большое влияние на всю планету, на все экосистемы. Поэтому мы должны вот оберегать это все. Не мусорьте, учитесь хорошо, любите родную природу, изучайте, интересуйтесь, какие виды, какие животные, какие растения у нас живут в родном крае. Берегите природу, не загрязняйте ее, не истребляйте животных и будьте добры к окружающему миру. Диана Сивцева, Нургун Старостин, Якутск. День родного языка отметили 13 февраля в Якутске. Первый президент Михаил Ефимович учредил этот праздник ко дню рождения первого автора учебников на якутском языке Семен Новгородов. В День якутской письменности Сахафилин презентовал учащимся столичных школ 2 короткометражные картины «Бабушка и сон» или «Явь». В мероприятии приняли участие исполнители главных ролей, показали 8 роликов, направленных на сохранение родного языка и культуры. Я снималась в фильме «Эбе». Мы там снимали про бабушку, про родной язык. Там говорится о бабушке, она заболела, и мы ее лечим. Готовим суп, купаемся, веселимся, вот так вот. Приближается весна, а вместе с ней веселые каникулы на свежем воздухе. По прошлым выпускам вы наверняка знаете, что в нашем городе открылся ледовый городок. А с этой недели для всех желающих в парке культуры и отдыха заработал прокат лыж. Об активном отдыхе на свежем воздухе расскажет Александр Горохов. Лыжный ход является одним из самых популярных видов спорта, продолжает радовать приверженцев здорового образа жизни, развивая не только все группы мышц, но и активно поднимая настроение. Начиная свою масштабную историю еще с конца 19 века, лыжный спорт быстро распространился по всему миру, а особенно в России, где он получил высокую популярность среди любителей спортивных мероприятий. Но не стоит забывать о том, что это спорт для всех возрастов, от школьников до пенсионеров. У нас нет минимального возраста, у нас есть минимальный размер обуви. Минимальный размер обуви у нас 33-го. Меньше мы предложить не можем. То есть чаще всего это дети уже примерно вот такого вот возраста, это примерно 5 лет. То есть меньше уже будет крайне неудобно кататься. Что вы порекомендовали нашим юным зрителям, когда они придут сюда на прокат? Что, на какую трассу пойти, сколько ходить, вот, общий совет какие-нибудь? Ну, для начинающих 3 километра как раз будет. Ну, в основном 5 километров ходят. Хочется сказать, что активный отдых на свежем воздухе в жизни человека важен, позволяя с интересом и весельем укреплять свое здоровье и иммунитет, даря яркие эмоции и незабываемые впечатления. Александр Горохов, Семен Семенов, Якутск. Следите за нашими эфирами и будьте в курсе событий. До встречи в эфире!